Отделение реанимации, интенсивной терапии Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи будут расширять. Такая необходимость сложилась в последние годы из-за большого потока пациентов. Еженедельно через палаты реанимации проходят 30-40 человек. В месяц в среднем около 130-150. Сколько пациентов будут принимать после расширения, в материале Дмитрия Тымырова. 24 часа непрерывной работы. В таком режиме здесь трудится не только персонал отделения реанимации, но и техника, которая здесь помогает пациентам поддерживать жизнь. В основном наше отделение считается молодым. Средний возраст нашего отделения 30 лет. Коллектив действительно молодой. Стаж работы у многих по 3-4 года. Я здесь работаю с 15 года. Как закончила ординатуру. Врачом я хотела стать с детства. Мечта осуществилась. Мне здесь очень нравится работать. Больные все тяжелые, интересные. Молодежь отмечает, что работа в отделении реанимации интересна тем, что нагрузка на персонала очень большая. Практически нету свободного времени. Как раз это их и привлекает. На одного врача нагрузка в среднем это 6 пациентов днем, да? Допустим, вот в палате лежат 4 пациента и в среднем 6 больных, да. По дежурству бывает, что конечно, поступления, если много, да, по операции, то больных там 8, даже до 10 доходит. Да, это довольно-таки сложно, но в принципе это такая специфика профессии. И для молодого врача, как вам сказать, что если есть интерес к работе, все, да, желание горит, то можно справиться, в принципе, да. Сегодня в отделении 18 койко-мест. Работы по расширению здесь уже начались. У нас будут дополнительно еще организовываться дополнительно 6 коек, то есть мы будем уже функционировать на 24 коек, да, по потребности. Больше станет штат увеличится. Материально-техническую базу отделения уже сейчас начинают обновлять. По словам заведующей отделения, после майских праздников закупили новое оборудование, искусственной вентиляции легких, аппараты для продления заместительной почечной терапии и мониторы. Обновленное отделение откроет свои двери осенью этого года. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.